Караушев Магомед Адамович, доктор философии по прикладной генетике, вот он, Ньюкаслского университета, Великобритания, исследователь в области естественных наук, специализирующийся на редактировании генома, развитии эмбрионов и митохондриальной биологии. Научный сотрудник отдела ингушской этнологии НИИ имени Чаха Ахриева Тамара Кулбужева рассказывает о самых талантливых молодых ингушских исследователях и их достижениях. Светлые умы нашего региона во всем мире, они достойные представители своего народа. Среди них молодой преподаватель Джабраил Тачиев, разработавший проект производства сорбентов из отходов растительного сырья для очистки воды и нефтепродуктов, ингушский предприниматель Юсуп Тумгоев, который разработал цифровой тест по выявлению деменции, Зулейха Антомова, защитившая докторскую диссертацию на тему улучшения разрешения техники литографии, основанной на видимом свете, в университете Мэриленда, США. Что вдохновило меня заняться оптикой, так это способность понимать сложные явления, которые будут наблюдаться в обоих материалах. Ингушские исследователи своим трудом вносят неоценимый вклад в развитие науки. Эти знания должны положительно сказаться и на дальнейшем развитии региона. В последнее время все больше молодых людей интересуется наукой и становятся исследователями, поэтому сами же эти исследователи о себе редко говорят, поэтому мы решили провести, так сказать, небольшую исследовательскую работу о наших молодых ученых. Рано говорить о них, но и исследователях. В Ингушетии активное развитие науки началось с создания в 1926 году Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. НИИ представляет собой серьезный научный потенциал республики и ставит задачи проведения фундаментальных исследований и распространения знаний об истории Ингушетии с учетом вех Кавказа и России в целом. Глава НИИ Борис Харсиев поздравил коллег с грядущим знаменательным днем. Крепкого здоровья, потому что оно нам необходимо для того, чтобы идти к вершинам и преодолений, и чтобы у них всегда все было хорошо, и, конечно, простого человеческого счастья. Вышедший из Института краеведения Ингушский научно-исследовательский институт в 1926 году ведет свою работу в области ингушеведения. Очень познавательный доклад на встрече представила и Людмила Барахоева. Статистические данные, сравнительный анализ, оценка общей ситуации в округе. Кандидат экономических наук рассказала о науке и инновациях в СКФО. Общая площадь СКФО составляет 17 миллионов гектаров, что составляет 1% от площади страны. На территории СКФО проживает 7% населения Российской Федерации, и они создают чуть более 2% валового регионального продукта страны. В копилке достижений российских ученых первое в мире радио, микроскоп, запуск искусственного спутника Земли. Десятки российских ученых отмечены Нобелевскими премиями. Различного рода исследованиями занимаются и ингушские ученые. Издано множество монографий, статей и книг. Все сотрудники института принимают активное участие в научной деятельности республики. В рамках семинара обсуждаются вопросы, связанные с профессиональной ориентацией молодых ученых, обсуждаются проекты, в которых они задействованы на данный момент. Рассматривается научно-просветительская деятельность как одна из форм проявления внешней социальной ответственности научных организаций. Кроме того, анализируется современная ситуация именно в научно-инновационной сфере на Северном Кавказе. Хотелось бы отметить важность проведения мероприятий такого рода, поскольку это возможность повысить общественное внимание к науке, к инновациям, возможность обратить внимание общественности на важность науки в развитии нашей страны. И кроме того, конечно же, это стимулирование молодого поколения, интереса молодого поколения к науке. День российской науки по всей стране будут отмечать 8 февраля, но свои заслуженные поздравления, признания и награды светлые умы региона получают уже сегодня. Сотрудников института отметили грамотами и благодарностями. Зелимхан Калоев, Сулейман Костоев, Магаз 24.